студенческой весне участвует творческая молодежь тысячи учебных заведений. Каждый год фестиваль объединяет более 1,5 миллиона студентов. В первую очередь студенческая весна – это творчество и общение, во вторую очередь это конкурс, а в третью очередь это такой большой студенческий творческий праздник, который в преддверии сессии весенней еще дарит такую возможность ребятам окунуться в атмосферу творчества. На этот раз участвует молодежь всей республики. Впервые за несколько лет приезжают студенты из Воркуты, Усинска, Печоры, Ухты и Сосногорска. Много изменений и в самой программе, появились профильные номинации. В них участвуют студенты, получающие образование по одному из направлений студвесны. Например, впервые в категории танец выступают студенты хореографических отделений. Также во всех регионах смогут побороться в новой номинации – видео. Гайдай какой! 3 года Сыктывкарский университет – главный организатор фестиваля в Коми. Но история студвесны в республике гораздо дольше. Была история такая, Галина Александровна Алешина, она режиссер, постановщик, она сказала: Яна, я же училась когда в университете, я участвовала в студенческой весне. Это был год 80-й, по-моему, я точно не скажу, какой год, я забыла, но тогда тоже шла студенческая весна, она мне аж выслала программку. После того, как прошла перестройка, был новый с 92-го года виток этой программы. Определить свою роль на студенческой весне очень просто. Если ты студент, то подавай заявку и участвуй. Если зритель, то приходи 20 апреля на гала-концерт. Ну а победители региональной студенческой весны в мае поедут в Ставрополь. Там пройдет всероссийский этап фестиваля. Юлия Шашева, Александр Кочкин. Учебное телевидение СГУ.